Леонид Михайлович, вот Абхазия маленькая страна, у нас здесь мы все между собой знакомы, вы сами говорите, что знаете многих людей там в штабе оппонирующего кандидата. Вот, может быть, на фоне всего, что сейчас происходит, вот мы, получается, как будто бы стали заложниками того, что кто-то что-то проектирует, формирует, да, и мы пытаемся догадаться, о чем думают наши оппоненты на самом деле, а что у них там говорят. В этой ситуации, которая критическая, как вы сами подчеркнули, взрывоопасная, может быть, даже, может быть, есть смысл напрямую контактировать, без использования различных технологий, используя простое человеческое общение, не знаю, взять, вот если мы чувствуем какую-то опасность, взять, собраться, не знаю, представителям всех штабов, или даже всем, может быть, кандидатам, и откровенно пообщаться, я вас понял, Георгий. Какие-то угрозы, которые стоят. Я вас понял. Вы знаете, это было совсем недавно, когда Совет старейшин предложил на нашем абхазском древнем святилище просто не каких-то клятв, там, каких-то страшных кар и так далее, а просто заявить о том, что все, что мы будем делать, мы делаем на благо народа. Это было совсем недавно. То, что происходит сегодня, на ваш взгляд, это на благо народа. Люди были на святилище. Ну, это же ответственность на людях. Я не говорю о том, что будут какие-то кары, но святилище, оно не подразумевает. Кто-то думает по-человечески. Я пришел, я же не так сказал, а вот так сказал, а так себя повел. Нет, там по-другому. Мы говорим сегодня о силах, которые мы... Я крещенный человек, но при этом я уважаю. Это древняя традиция. Мы говорим о Боге, да, когда мы понимаем, что Творец, Создатель, Он один, а все остальные силы, они Его порождения, да. Мы сегодня идем туда и говорим о том, что мы как бы во благо своего народа просим дать силы, возможность сделать что-то хорошее для народа. А вот так вот, раскалывая народ, мы что-то хорошее делаем? Нет. О чем, как разговаривать, я не знаю. У всех есть контакт, мы все общаемся. Сейчас, если кандидат с кандидатом, это ихняя тема, они могут в очередной раз встретиться, поговорить. Но я еще раз говорю, мне такое впечатление, что это другие люди этим занимаются. Ну, а что говорят люди непосредственно здесь, которые... Ну, мне трудно вот в частных беседах, просто когда речь идет о таких же, как я, людях на той стороне, да, простых гражданах, которые там не метят на какие-то должности, не собираются быть президентами, премьерами и так далее, они этого не одобряют. Это, речь идет об этом. Но я понимаю, о чем говорите, но нету этих публичных заявлений. Я не могу сказать почему, да и поздно уже, на мой взгляд, их делать, потому что основной ушат грязи, он был выплеснут. Ничего возможно, страшного, если возможно, есть смысл, конечно, об этом сказать, но тут же, я не хочу повторяться, но есть программа минимум и максимум, краткосрочная программа, и задача выиграть выборы. Да, меня удивляет молчание, правильно, речь не только о кандидатах идет. Огромное количество людей, послушайте, сегодня есть ветеранские организации, когда ваших боевых друзей называют агентами западных спецслужб, тем более агентами грузинских каких-то служб. Там, слушай, эти люди кровью пролитой доказали, что это не так, и вы сегодня молчите, и там ЦИК какие-то заявления по ситуации делает, не всегда, на мой взгляд, конечно, своевременные, с опозданием. Мне тогда вопрос, послушайте, зачем это все наши встречи, свадьбы, похороны, наша братская, наша абхазская, когда вы позволяете своего друга, ветерана войны, героя, награжденного, обозвать как попало, и при этом даже не говорите тому, кто это делает, остановитесь. А если вы не можете его остановить, завтра как вы будете руководить страной? А что вы завтра сможете сделать, если с вами сейчас уже никто не считается? И вот здесь возникает вопрос. Но есть же влиятельные силы в России. Посмотрите, у нас речь о лишении гражданства там началась с Тайфуна Адзинба там
Дальше сегодня все это под выборы, ближе сюда, к это, все как-то в одну копилочку, да. Это же метод, не знаю, я этих людей, о ком идет речь, знаю. Я работал с ними, общался. Никогда от них ни одного антироссийского заявления я не слышал. Это люди-патриоты своей страны. Я, пользуясь случаем, вообще хочу пожелать им крепких нервов. Да, я думаю, что ситуация все изменится, решится благоприятно в их сторону. Если это несправедливо сегодня совершена, она будет, наверное, исправлена. Но, опять же, это, вы сами сказали, делается с подачи наших граждан. Все мы помним определенного рода протоколы, которые надо. Вот здесь все, что написано, правда, будут санкции, вас накажут, у вас все отнимут, а вот такие обязательства мы... Так не может быть. Люди мои дорогие, уважаемые, ну, речь идет о выборе, о тех самых выборах, которые являются выбором. Мы согласны на эту модель или все-таки давайте подумаем. Слушай, Родина и будущее моих детей дороже всего. А мы сегодня нам здесь по родственному признаку, тут по соседскому, здесь и так. Я вообще удивлен был, когда люди, которые вчера говорили, что они категорически против апартаментов, сегодня оказываются в команде тех людей, которые поддерживают апартаменты. И с них этой обязанности там никто не снимал. Нам нужно повторно привести страну на край. Послушайте, так не может продолжаться. И сегодня все, кто в Абхазии есть, реформаторы, они консерваторы, либералы или кто бы ни был, обязаны принять участие в этих выборах. Это судьбоносные выборы. Это выборы, которые скажут, быть ли абхазскому народу и абхазскому государству. Или быть ли олигархату в Абхазии, который все подомнет под себя, станет собственником абхазских земель, а абхазский народ как таковой исчезнет. Вот о чем идет. А так мы все друзья, товарищи. Правда, те друзья, которые, еще раз говорю, молчат, когда меня несправедливо в чем-то обвиняют, не должны этого делать. Послушайте, вот наш кандидат, человек живой, со всеми присущими для живого человека недостатками, плюсами, минусами. Активно поддержал СВО. Вы прекрасно осведомлены, Георгий, вы прекрасно осведомлены, да, что его личное участие, его поездки туда, финансирование, покупка необходимых, да, ну, военные действия – это серьезная вещь, да, расходного материала много. Сколько вложено этим человеком в поддержку, да, этой операции, в помощи нашим ребятам, пятнашки и так далее. Алхаз Джинджолия лично ездил туда, оперировал раненых, неоднократно выезжал. И мы еще в парламенте были, если я не ошибаюсь. Нет, это уже позже было. Ну, началось еще, мы работали, но человек сразу отозвался, поехал выполнять свой профессиональный долг. Помогал налаживать, не просто там оперировал, лечил, помогал налаживать. Ну, есть военный опыт у нас, налаживать работу госпиталей, больницы, там в Донецке находился и так далее. Но этих людей назвать протурецкими, антироссийскими, это, я не знаю, это просто... Откровенная ложь. Ну, это мягко сказано, да, хотелось бы это назвать другими словами, да, и кто это, зная все это, еще и не опровергает, и молча, поддакивать можно и молча, да, этому потворствует, он совершает неблаговидный поступок. Они, это группа лиц, мы не знаем, от кого это исходит, кто конкретно принимает в этом участие, но я думаю, в Абхазии огромное количество, независимо от их политических воззрений и электоральных, да, людей, которые понимают, что это не так. Об этом надо говорить вслух. Надо иметь мужество. Это мужество должно быть. Если ты государственный муж, ответственный человек, говорит, что это неправда. Вот так вот, на мой взгляд. Ну, еще хотел одну тему я поднять, о которой мы неоднократно говорили. Вот все-таки в нас есть вот эта пассионарность, и когда наш народ чувствует угрозу,
И тогда происходят определенные стихийные события, да, которые приводят к смене руководства, скажем так. Да, это происходило на протяжении всех лет. Но потом, естественно, да, возвращается все в конституционное русло, назначаются выборы, и тут начинаются дороги, Трансформаторы. трансформаторы, о которых я Сейчас еще упоминал. и дизели. Я вообще считаю, что если твой голос имеет цену в денежном эквиваленте, то, я думаю, тебе и такое же отношение будет. Да? Есть старая такая поговорка. Если тебя можно купить, тебя обязательно нужно, а не можно продать. Да. Я все-таки вот по нескольким селам, по встречам поездил, посмотрел. Кстати, разговаривал вот и в своем родном селе со сторонниками не своего кандидата, кого я поддерживаю, а с другими и так далее. Вот разговариваю, да. Стараюсь понять, но нам всем интересно, мы живые люди, многого не знаем, многого не видим, да. Я бы сказал так, что вот этот процент тех, кто склоняется к тому, что если вычесть вот этих, кто попал в такую ситуацию, и это бывает, да, он очень, с одной стороны, невелик по сравнению с общим процентом, когда люди осознанно идут, с другой стороны, он, конечно, может повлиять на выборы, потому что эти 3-5% они тоже могут чувствительно повлиять на выборы. И вот здесь возникает тоже ряд вопросов. Вот власть не посещала это село 5 лет. Не вспоминала о нем. Там клуб разваливается, когда-то что-то сделали лет 10-15 тому назад, там не течет, и слава богу, да. Дальше движения не было. Потом еще что-то, в том селе проблемы, здесь проблемы и так далее. И у людей вдруг появляется возможность. Они понимают, что их вчера не вспоминали, и, скорее всего, завтра не вспомнят. А вот эта вот дорога, да, по которой надо доехать, дойти домой со школы, там это, автобус обещали там в свое время, прошлые выборы, будет школа, дети на автобус. Все, ничего этого нет, уже и дороги нету. Где-то сделали, молодцы, разговора нету, делаются, делались всегда дороги, Россия помогала и так далее. Ну, по большому счету. Ну, что этим людям можно сказать? Они говорят, вот сделают нам дорогу, или свет будет перебойно и так далее. Да, еще раз говорю, если невозможно отказаться, берите, бывают разные ситуации, но не берите грех на душу. Сделайте осознанный правильный выбор. Сделайте так, чтобы потом вашим детям не пришлось повторять вот этих ошибок. И если есть возможность надеяться на то, что ситуация исправится, да, медленно, да, не завтра, но есть возможность сделать так, чтобы вот эти дети уже будут гораздо лучше себя чувствовать, гораздо больше иметь, гораздо четче понимать происходящее, и при этом они хозяева у себя на земле. Не лишайте будущего своих детей. Никакие дороги, трансформаторы и тысячи там рублей, да, не дают никому права продавать будущее своих детей. Надо делать осознанный выбор. Я думаю, другого выхода у нас нету. Леонид Михайлович, вот вы сегодня поддерживаете одного из кандидатов. Если так сложится, что народ Абхазии доверит ему управлять страной, какую вы видите свою роль и вообще роль тех, кто поддерживает во время выбора, например, кандидата? Ведь потом, чтобы все, что он намерен сделать, для этого нужна очень широкая общественная поддержка. Что должно делать окружение? Георгий, это очень серьезный вопрос. И этот вопрос, вы знаете, у меня на него, к счастью, есть ответ, потому что я уже через это проходил. Я не хочу просто говорить, да, в свое время мы поддержали тоже кандидата в президенты, он стал президентом. Я остаюсь на тех же позициях и об этом. Я не хочу говорить о своей роли, я рядовой гражданин Республики Абхазии, моя роль, она не отличается ни от роли других людей. Я хочу сказать о нас, обо всех. Особенно о тех, кто близок к кандидату. На вас лежит
огромная ответственность. Опять же, у нас два пути. Или вы говорите кандидату, который стал уже президентом, что у тебя все хорошо, у тебя все правильно, есть инициатива там завести олигарха с огромными деньгами, ну и что там, останутся там какие-то сограждане наши без средств к существованию, ну будут наемными там, если возьмут на работу и так далее. Самый большой грех в том, что желание сохранить свое место, желание сохранить или получить какие-то возможности и ресурсы для личного обогащения. Ну, посмотрите, как мы научились вот это все маскировать. Кто в Абхазии не знает, кто что имеет и как живет. Вчера ничего не было, сегодня все есть. Кстати, обо всех депутатах мы, я понимал, Хас не говорю. Я не говорю. Очень много, и в этом созыве с десяток наберется добропорядочных Так ребят. я не говорю об этом. Остальных непорядочными не знаю, просто не знаю, но позиция устраивает. Есть треть, четверть, иногда больше половины. Я понимаю, что вы не... Есть все. А основная задача, мы же понимаем, кто поддерживал инициативу. Вот давайте начнем, да, или вернемся, вернее, к сказанному, да. Был глава государства, который там возводил поклеп на свой народ. Ну, вот он меня лично обозвал. Ну, я против. Против моих инициатив выступают или разведчики, там, про, и враги абхазского. Меня лично обозвал. Ну, там у нас друзья, братья и так далее, но никто, и родственники, близкие, никто из них не сказал же, что там порядочные люди, они могут ошибаться, там даже если считают, что... Или могут не ошибаться, но это не враги Абхазии. Никто не осадил. Почему? По одной простой причине. Если бы они это публично сказали бы и осадили бы, кто хотел, осадил и публично сказал, они сами ушли с работы. А остальные держались со своих места. И вот завтра, когда будет новый президент в стране, еще раз говорю, какой бы он ни был добропорядочный, нацеленный на позитив, если вокруг него соберется такое окружение, и он не будет слышать голоса правды, он не будет слышать своего народа, он пропадет в считанные годы. Неважно, там его там опять заменят вне срока в очередной раз или досидит, этот человек пропадет для страны, для народа. Мы последние, я не буду от и до цифры называть, но у нас был период Владислава. Вот я хочу напомнить просто, многие кадры смотришь, слезы на глаза наворачиваются, как вел себя Владислав Григорьевич, великий Владислав Григорьевич Арзанбах. Как он себя вел, и вы помните его встреча по подписанию в Москве Шеварднадзе и Ельцин. Как вел себя Ельцин, как выкручивали руки Владиславу, каким мужеством обладал наш президент и какой квалификацией, каким образованием, какой силой духа, что разговаривая с главой государства в Великой России и понимая, что тот уже априори на стороне противника и делает все, чтобы это пошло на пользу Шеварднадзе и его своры, да, которая воевала здесь, он находил и слова, и прежде всего он имел в себе характер, чтобы всему этому противостоять. Разве это не пример? Разве это не идеал? Вот этот конкретный случай, это не идеал, не пример для наших политиков. Вы знаете, когда мы встречались, вернее, в свое время с политиками разного уровня, да, ну, почему-то там как-то первая реакция, когда ты начинаешь говорить об интересах абхазского народа, это видно вот некоторая огромность, да, российского государства и достаточно многочисленность, хотя в России на квадратный километр 8 человек населения или 8,5, у нас 28. То есть плотность населения там в 3-3,5 раза ниже. Но при этом масштабы и количество огромное. Как-то они болезненно воспринимают, когда им начинаешь оппонировать и говорить о том, что есть абхазский народ и государство со своими интересами. Но день-два на сообщение, и ты понимаешь, что они начинают осознавать, что ты говоришь,
не о себе и не о своем интересе, а ты говоришь о интересе своего народа. За народ можно и умереть. А когда ты без имен выезжаешь туда и ищешь покупателей на собственность, принадлежащую этому народу, ищешь так называемых, в кавычках, да, инвесторов, к тебе и соответствующие отношения. О каких интересах народа тебе позволят там говорить? Все, ты выбрал свой путь. Ты идешь уже, пустясь во все тяжкие, по накатанной. Мы сейчас, в принципе, говорим о вседозволенности, да, главы государства и вообще нашей системе власти. Как мне кажется, что назрело время уже о неком реформировании этой власти. Не кажется ли, что нужно как-то видоизменить взаимоотношения ветвей власти и немножечко, чтобы президент, пост президента, да, человек, который его займет, мы, в принципе, надеемся на его какие-то моральные качества. Но если туда приходит человек сомнительный, да, можно. Да, Окружение не портить, родственников нельзя я имею в виду о его практически абсолютной власти, что назрели реформы. Как ты видишь? Ты вообще согласен с тем, что это надо реформировать? Если да, то в какой части? Ну, ни один здравомыслящий человек не скажет, что реформы не нужны, потому что под словом реформы понимается то, что может изменить ситуацию к лучшему. В упрощенном виде сейчас говорим. Да, в этом плане реформы необходимы. Второе. Есть разного рода предложения. И эти предложения, они вот, и я вижу, что каждая группа предлагающих, ну не все, но есть такие, да, считают, что вот так и никак иначе. Узурпируя, опять же, что вот их мнение, оно самое правильное. Реформы, это вот для этого у нас есть и вот этот, когда мы референдум можем провести, разные механизмы, да, если, ну, во-первых, должен быть консенсус в обществе. Вы реформы не сможете, если конституционных изменений это касается в парламенте, где нужно 24 голоса, 23 голоса, это серьезно, да, там может быть саботаж, осознанный, неосознанный или позиция просто гражданская, да. Это очень сложный процесс. Потом реформы, вы понимаете, у нас некоторые думают, что вот мы реформы за год сядем, вот так вот все распишем, за год снимем все проблемы. Реформы делаются десятилетиями, потому что каждый раз что-то устаревает, надо менять на какую-то более новую модель. Однозначно наш кандидат об этом тоже говорил, что он за реформы, что он готов, и если ему окажут доверие, там, ну, по крайней мере, в разговорах, там, я не помню сейчас это публично, по-моему, то и публично, что в течение года, да, дать старт каким-то процессам. Ну, необходимым, я надеюсь, каким-то, когда говорю. Ну, речь же в другом. Для меня, какую бы мы надстройку на базе существующих, да, взаимоотношений между исполнительной и законодательной властью не настраивали, первое все-таки это качество человеческого материала. А это очень серьезная проблема, вы знаете. Можно собрать не 35 человек, а 3,5 тысячи. Это не значит, что их невозможно, да, мы же понимаем, что происходит, там, купить или как-то мы, президент подмял под себя законодательную власть, я такого не помню, у нас были, да, большинство здесь, большинство там, но вот так вот явно, когда должны и угрожающим тоном, да, должны, это значит, что они должны мне, он в первую очередь показал, что какое-то количество депутатов находится там непосредственно благодаря ему. По-другому это невозможно понять. Да? Они должны и все. Да, дальше вопрос. Ну, это предмет обсуждений, и в этом направлении, безусловно, двигаться нужно. Находить механизмы защитные, насколько можно от этого, от второго, от третьего, от всех этих угроз. Но применительно к сегодняшней ситуации, я вижу, что на вот так называемых, в хорошем смысле, так называемых, я имею в виду, нас реформаторы, их много, тут несколько,
2-3 направления вырисовывается, да, которые там и между собой уже активно обсуждают. Я считаю, что это должен быть более широкий круг с привлечением и общественности и так далее. Времени нету. Я по Исландии один пример хороший мог бы привести, но давайте о другом сейчас закончим, да. Это серьезный пласт ответственных людей по Абхазии. Но их на сегодняшний день, в какой-то степени неучастие в избирательных процессах, не позиционирование себя я не говорю даже с личностью, а вот с этими основных у нас 2 направления, да, или мы пойдем путем развития, они вроде говорят, что мы за развитие, да, и вот эта модель, когда мы привезем дядю с деньгами, он все здесь купит, это инвестиции, он будет хозяином. Вот о чем я говорю. Мне хотелось бы их активное участие в этой избирательной кампании, потому что если победит вот этот, условно, да, вот этот я говорю, да, даже не вот этот кандидат, а вот это видение, оно там есть, мы знаем, да, там поддерживается все, что предлагалось ранее, то есть этот путь уже он, и тут пусть никто не обижается, это не Аслан сказал, что это моя команда, это мои люди, они продолжат и продолжают там начатые и разработанные мною инициативы, никто от этого не открещивался, и, судя по всему, уже, еще раз говорю, поздно, да. Давайте представим, что в результате выборов, а вот многие люди спрашивают, как, где, с кем этот человек, с кем тот, с кем. Там много активных, грамотных, высокообразованных людей. А их нету в этом электоральном поле. Подспудно ихнее пройду правильно, проголосую, на их взгляд правильно. Это сработает, в десятки или в сотни раз хуже, чем если было бы публичное выступление, что да, даже в таком формате, что из 2 зол я выбираю меньше, то есть я не уверен, да, что здесь все получится, что этот кандидат или этот кандидат, он все, но по крайней мере этот противостоял там этим инициативам, или я поддерживаю того, кто поддерживал эти инициативы. То есть ихнее публичное участие, оно просто необходимо. Иначе может свершиться непоправимое, и нам уже никто, поверьте мне, не даст говорить ни о каких реформах, ни о каком взаимодействии, перераспределении полномочий, создании какого-то органа или переосмысления того, что происходило. Вот в чем угроза. Государственная